19 апреля в Башкортостане начинает работать новая система контроля за школьным питанием. Она будет ежедневной. Какие еще отличия и в чем суть нового меню для детей, которое будет подаваться по принципу светофора, обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами Виталий Черевков, председатель Ассоциации предприятий социального питания Республики Башкортостан. Виталий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ждем подробностей. В чем суть новой системы контроля за школьным питанием? Ну, давайте разделим вопрос на две части. Контроль и нововведение. Контроль и так производится в республике, причем на всех уровнях, да, начиная от родителей в школах, администрации школ, администрации районов и, естественно, нашей ассоциации. У нас ежедневно производится фотографирование блюд, которые подаются детям, и размещается в общем чате. Более того, мы активно сотрудничаем как с Министерством торговли, которые нам помогают, в том числе создавать новые стандарты. И есть такое управление социального питания ГКУ, которое нам активно помогает, в том числе и проверяет наши пищеблоки, проверяет саму продукцию и, естественно, дает рекомендации. Вторая часть – это как раз светофор. Да? Это, по большому счету, уже разработанное в мире, да, это Всемирная организация здравоохранения предложила сделать цветовую идентификацию продуктов, которые люди употребляют в пищу. Ну, у нас есть программа, указ президента Российской Федерации о приоритетных целях до 2024 года. Это оздоровление нации. За счет чего? Ну, понятно, питание – это один из приоритетных каналов, который позволяет сохранить здоровье, начиная с детского возраста. Идентификация идет по 3 цветовым критериям. Первый – это зеленый. Это то, что можно есть без ограничений. Это цельнозерновые хлеба, это овощи, фрукты, ну и так далее. То есть то, что, в принципе, ребенок может есть в любое время, да, и в любом количестве. А на втором месте это так называемый желтая, да, продукция, та, которую можно употреблять, но не чаще одного-двух раз в день, для того, чтобы, ну, не было переизбытка каких-то продуктов в организме, каких-то веществ. Ну и третья – это красная категория, где есть ограничение один раз в неделю покушать, и, ну, в принципе, и хватит. Да. Это сладости, это выпечка, это очень соленое, это очень сладкое, то есть, в принципе, то, что входит в категорию лакомства, но каждый день, там, много раз в день кушать нежелательно. Статистика говорит, к сожалению, да, говорит о том, что у нас уже на сегодня более 300 тысяч детей, школьников, страдают ожирением. Да, и взрослое население, почти половина уже, да, и имеет избыточный вес, это возраст до 30 лет. И, естественно, медики этому уделяют внимание. Но как научить ребенка и в перспективе взрослого правильно питаться? Поэтому параллельно с тем стандартным питанием, которое у нас есть в школах, это завтраки, обеды по Санпину, как положено, предлагается в буфетной зоне дать возможность ребенку выбрать. Итак, есть цветовая идентификация, то ребенок понимает, зеленая зона, да, это то, что я могу есть и покупать и кушать каждый день, и я к этому привыкаю. И во взрослой жизни он также будет понимать, что придя в магазин, он будет видеть эти продукты и будет их покупать, ну, как бы уже делая осознанный выбор. Желтая зона, я уже сказал, да, то есть желтые продукты все-таки можно покупать и кушать, но не так часто. Ну и красная, ну, держать на контроле. И предполагается, что за счет этого в течение всего школьного периода у ребенка выработается умение, навык определять продукты полезные, средней полезности и, может быть, не очень полезные, да, чтобы мог уже во взрослой жизни принимать сам правильную пищу и уже транслировать эту информацию для своих детей. Мы знаем, что система меню по принципу светофора была создана Всемирной организацией здравоохранения в 1920-х годах. Да? Доказала ли эффективность эта система? Да, конечно. Люди, которые придерживаются этой системы, они, естественно, сохраняют свое здоровье и приумножают его. Но мы понимаем, что и дома должны быть правильные пищевые привычки, как у детей, так и их родителей, да, и других членов семьи. Вот как вы считаете, вот что можно сделать здесь, чтобы ребенок действительно понимал, что вредно, а что полезно? Здесь мы идем по двум направлениям. Первое – это работа администраций, как школ, так и районов. Это проведение специальных мероприятий в школах. Это праздник, когда конкурсы, когда готовят какую-то еду, да, идут разъяснения. Это лекции, это уроки, которые посвящены правильному питанию. Это, конечно же, здорово. Это делает, ну, скажем так, государство, да, через своих сотрудников. Но мы активно призываем родителей смотреть, на что кушают они у себя дома.
чтобы разъясняли все-таки и детям, что правильно, что неправильно, да, что такое хорошо, что такое плохо, да, есть такие стишки. И как показывает время, вот приходя в школу и общаясь с детьми, мы видим, что, к сожалению, на сегодня предпочтение детей смещается в сторону не очень полезных продуктов. Понятно, гамбургеры, там, фастфуды, они приучают детей кушать слишком соленую еду, да, жирную пищу. И здесь очень сложно отучить, когда ребенок, привыкший кушать такую еду, приходит в школу, он уже начинает отказываться от супа, допустим, да, она начинает отказываться от каши. И только объясняя на всех уровнях, как в школе, так и дома, объясняя, что это правильно, это полезно, это нужно кушать, в этом случае дети начинают есть уже более правильную еду и возвращаются в школьные пищеблоки, в столовые. Ну, школьное питание также обсуждали на заседании в правительстве. И вот начальник управления по социальным коммуникациям Елена Пручковская говорила о том, что в 2019 году было порядка 750 сообщений и жалоб на школьное питание. Да, в 2020 году их уже стало в 2 раза меньше. Вот о чем говорят вам эти цифры? Мы выбрали очень интересный и, на мой взгляд, правильный путь. Это диалог с родительскими комитетами, то есть разъяснение. Ну, представьте, когда в школу приходит оператор питания, компания, которая готовит еду, да, показывают, из чего готовят блюда, проводят дегустации, объясняют, почему именно так. И родители, понимая, что да, ребенок отказывается от еды не потому, что она невкусная, да, а потому что она непривычная для него. То есть вкусная еда все-таки чаще всего, ну, это лакомство, да, а правильная и полезная, которая прописана в Санпине, она не всегда нравится ребенку. Ну, допустим, рыбу у нас крайне плохо едят дети, да, вот не хотят и все. Мы уже организуем и приготовку, там, приготовление блюд. Когда была возможность финансовая, даже приобретали красную рыбу. Вот сейчас интересное направление — это изготовление полуфабрикатов, то есть биточек, то есть из рыбы. Там фосфор, там много полезных веществ, и ребенок должен кушать рыбу в любом случае, а не выкидывать ее, да, себе отказываться. И это тоже работа. Каши, да, многие дети, вот, говорится, ну не хочу, да, были бы чипсы, я бы поел чипсы. Не можем дать чипсы, не имеем права. То же самое в буфетах, даже среди родителей есть споры. Вот, если мой ребенок пришел в школу и не стал есть стандартную еду, которая положена, пусть он пойдет в буфет и поест выпечку. Мы говорим, выпечка, наверное, сколько-то раз в неделю, это неплохо, да, то есть перекусить, но переходить постоянно на эту еду, это неправильно. Итак, работая с родителями, объясняя родителям, работая с детьми, мы смогли вот этот вот большой вал претензий и обращений уменьшить, ну, вот, в разы. Но это еще работа на ближайшие 2-3 года, чтобы нам прийти к тому, чтобы это было очень минимальное количество обращений. Одна из претензий была в том, что еда была холодная. Решает ли новая система ежедневная мониторинга за школьным питанием вот эту проблему? Мы рекомендуем приобретать бесконтактные термометры и школам? Школам, да, конечно. Они, в принципе, доступны, да, это могут сделать как операторы питания, некоторые это делают, так и сами школы, администрации. В этом случае можно понять, на каком этапе продукт, вот, ну, блюдо остывает. Опять же, повторюсь, это работа с родителями в том числе, это объяснение, это организация правильной выкладки продукции на столы, привлечение школьников, в том числе старших классов. Потому что, ну, вы должны понимать, до перемены нужно накрыть огромное количество столов, и если первое блюдо поставили за полчаса до перемены, понятно, что оно остынет. А поставить за 1 секунду до перемены мы тоже не можем. Поэтому здесь работа как раз с администрацией школы, с операторами питания, которые занимаются организацией, и, естественно, разъяснительная работа со школьниками. Опять же, контроль и обратная связь, когда нам сообщают, что в какой-то школе есть такие проблемы, приезжаем, разбираемся. На самом деле холодная еда — это самый простой, скажем так, вариант, то есть исключить. Это самая простая проблема, скажем так, она за счет организационных вопросов решается. Сложнее, когда нам сложно переубедить детей, вот как раз предпочтения вкусовые, да, то есть переубедить, что вот, да, каша гречневая, она полезная и вкусная, но вот они не любят почему-то, да. Виталий Владимирович, еще такой вопрос. В Уфе используют практику, дают в школьных комитетах и в классах в чатах WhatsApp номера телефона вот Елены Хафазовой, начальник управления образования Уфы. Да, вот как вы оцениваете такую практику сотовой? То есть для связи любой человек, любой родитель может сообщить о том, что происходит со школьным питанием. Это эффективно? Это эффективно, но мы пошли дальше. Многие операторы питания даже выделили специальных работников, сотрудников, которые ведут работу как раз с этими обращениями. Потому что, когда информация вышла, ну, не знаю, там,
в интернет-пространство, да, это уже говорит о том, что где-то мы не доработали, то есть мы не услышали родителей, которые обращаются. А чтобы родители могли быстро, оперативно сообщить, что вот сегодня было вот что-то не так, в этом случае мы можем в течение суток ситуацию исправить. Да, и поэтому мы идем ближе к родителям, мы идем ближе к школам для того, чтобы большую часть вопросов снять, ну, по сути, в самом начале, в зачатке. Ну и ваше экспертное мнение. Глава Башкортостана Ради Хабиров сказал, что в конце учебного года к вопросу вернутся, обязательно обсудит предварительные итоги по школьному питанию. Как вы считаете, какие это итоги могут быть вот за этот учебный год? Ну, мы итоги для себя, точнее так, мы берем период с лета 2019 года, когда наш глава республики первый раз собрал сообщество, и это было в Нефтекамске, и на этом форуме как раз обозначил стратегические планы, которые мы должны были реализовать. Понятно, нас маленечко сбило по времени вот пандемия прошлого года, мы какие-то не успели задачи для себя решить, но нам есть чем гордиться. За это время созданы фабрики кухни в районах, за это время созданы сельхозпотребкооперативы, которые закупают свежую продукцию вот в районах. И налажены контакты с местными производителями. Абсолютно верно, да. Мы очень хорошо поработали с ассортиментом, с продукцией, как раз, чтобы была свежая и качественная. Мы активно на сегодня развиваем материально-техническую базу, вот, в том числе на пищеблоках. Поэтому подвести итог практически за 2 года будет очень интересно. То есть было и стало. Не буду пока всего раскрывать, но, честно говоря, есть то, что мы не успели, повторюсь, да, была проблема с пандемией, мы что-то не успели, но уже есть чем гордиться. То есть те цели и задачи, которые были поставлены 2 года назад, они как раз позволили нам стратегически и тактически вот прийти к каким-то определенным вот решениям на сегодня. Ну, мы с вами обязательно вернемся к этой теме, обсудим ее еще не раз, я думаю, в этой студии. Спасибо большое, Виталий Владимирович. Пожалуйста. Школьное питание мы обсудили вместе с председателем Ассоциации предприятий социального питания Республики Башкортостан Виталием Черевковым. С 15 апреля запускается новая система мониторинга за качеством питания в школах детей. И также будет новым меню, которое будет создаваться по принципу светофора. Это здоровая и полезная еда. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. В эфире БСТ все самое интересное.